Анашка, селям джаным, вот получила от тебя письмо, такое по-матерински теплое, сагол, что ты у меня есть. Чем сложнее нам что-то достается в жизни, тем больше это ценится. Обязательно передайте благодарности всем, кто пишет мне, кто еще хочет написать. Жду с нетерпением письма. И тут уже обрезано. Це Айше Куртамет, мати політв'язня Аппаза Куртамета. Ми зустрілися з Айше Ханом у столичному парку, де раніше вона часто гуляла разом із сином. В данный момент Аппаз находится во Владимирской тюрьме России. Вот сейчас он политзаключенный. Это Владимирский Централ, самая страшная тюрьма. До 24 лютого 2022 року Аппаз разом з матір'ю проживала у Києві. Тут хлопець працював та розвивався у сфері IT. В перші дні війни Аппаз вивіз матір спочатку до Львова, а згодом відправив за кордон. Сам залишився в Україні. Мы решили, уехали во Львов. Там он продолжил в компании, уже на удаленке работал. И в выходные дни ходил волонтерил. Была такая организация рабов до раю не беруть. Патриотично очень относился к Украине, с любовью. Он вообще любит очень Украину. Влітку 22-го року з'явилася можливість гуманітарними коридорами потрапити до Херсонської області. Аппаз вирушив до батьківського дому в Генічеський район, щоб вирішити деякі сімейні справи. 23 серпня 2022 року зв'язок з хлопцем обірвався. Связь с ним восстановилась почти через 3 месяца. Он перезвонил от следователя, мы его искали, он был без вести пропавший. В общем-то, это было похищение его, так как многих украинских ребят в Херсонской области, в Запорожской области похищали. Были бы люди, а обвинения, статьи найдутся. Вот так вот они работали. Тоді ж стало відомо, що спецслужби Росії його схиляли до співробітництва. ФСБ, и что, узнавши, что он волонтер был, видимо, вот так, хотели его привлечь к сотрудничеству. Конечно же, говорит, я отказался, об этом я даже и не задумывался, я сразу сказал нет. И в отместку мне сказали, что мы все равно же найдем, в чем тебя обвинить. 22-річний Аппаз Куртамет – наймолодший український політв'язень, якого Росія незаконно засудила до 7 років позбавлення волі. Окупаційна влада звинувачує Аппаза Куртамета у фінансуванні незаконно озброєного формування. Фактично йому приписують так званий тероризм. У телефоні Аппаза був знайдений перерахунок коштів його другу, який служить у Збройних силах України. Это была помощь на питание. Он послал ему денег 500 гривен. Вот он обещал ему 1000 выслать и говорит, 500 пока сейчас вышлю, а потом позже. И можешь не возвращать. Більше 2 років Айше Ханум бореться за звільнення свого сина з російського ув'язнення. Жінка неодноразово зверталася до різних установ, політиків, лідерів країн із закликом звільнити її сина. Сейчас я приехала с Варшавы, была на конференции ОБСЕ, там говорила, рассказывала про своего сына, про его историю. Конечно, они все прониклись, наши 3 истории, с чем мы поехали, вот Рустем Гугурик, Мустафаев Марлен. Матір політв'язня закликає людей боротися за звільнення усіх незаконно ув'язнених громадян України. Чтобы писали, говорили, чтобы эта несправедливость, которая происходит с ребятами, с мужчинами, с нашими крымскими политзаключенными и вообще с украинскими военнопленными. Об этом нужно постоянно говорить, нельзя забывать. Они достойные, они проявляют героизм, поэтому они ждут, просто они каждую секунду живут надеждой, что о них не забывают, что за них борются.